По приказу командования с самого окончания Второй мировой войны советские офицеры занимались тем, что рисовали самые подробные в мире карты местности. На некоторых, например, на картах Лондона, Берлина, Парижа, сантиметр равняется 100 метрам, указаны маршруты автобусов и отрисованы внутренние дворики домов. Для каких вторжений и войн готовились эти карты, непонятно до сих пор. Эта детальность была в зависимости от интереса к территории, да, то есть карты делались по всему миру, даже Австралия и Новая Зеландия была картирована, но Европа, а в основном плюс-минус, она была картирована вся даже в масштабе 1,500 метров. Айварс Белдовс закончил геофак Латвийского университета на рубеже 80-х и 90-х. Ни рух, ни СССР мог просидеть на ведомственной картографической фабрике, но время настало интересное, и однокурсники предложили работу веселей – забывать советские военные карты, которые продавали офицеры, спешно покидавшие балтийские военные части. В начале 1992 года получили такое предложение от склада, где хранились эти советские военные топографические карты, купить их как макулатуру. Купили десятки вагонов, несколько тонн секретных материалов. Так много, что до сих пор ими же торгуют. Поначалу бизнес шел на ура. В начале 90-х товаром интересовались главные мировые библиотеки, частные коллекционеры, книжная ярмарка во Франкфурте. Сегодня, в эпоху Google Maps, берут как антиквариат, в основном туристы. Самые охочие до планов собственной местности – голландцы и скандинавы. А вот соседи, белорусы и поляки, картографическими шедеврами не интересуются совсем, хотя копий карт именно их стран особенно много. Например, из Польши мы делаем мешочки. Их просто у нас настолько много, что мы можем позволить. Это Польша и Белоруссия. Единственное, что может помешать благополучию уникальной лавки – российские спецслужбы. Ведь планы территории России до сих пор считаются засекреченными, хоть и сняты многократно со всех возможных космических спутников. Если уже с этими картами, например, ехать в Россию, то лучше это не делать, потому что там написано секретно, кому это может не понравиться. И по идее, если захотят привязаться, привяжутся и к столбу. Айварс утверждает, что в 90-е на картографических конференциях встречал российских офицеров и знает, кому-то за продажу военных карт крепко влетело. В стране, где сажают просто за перепост в Твиттере, и старая бумажная карта может быть поводом для обвинения в шпионаже. А в Риге секретные материалы – просто бизнес. Ольга Шакина, Даниил Жилинский, Балтия неделя.